Жители Якутска стали жертвами недобросовестных застройщиков, поддавшись соблазну купить дешевое жилье. Теперь им приходится платить не только за приобретенные квартиры. Люди буквально остались выброшенными на улицу. Подробнее в ситуации разбиралась наш корреспондент Сусанна Рожина. Жильцы этого дома остались один на один со своей проблемой. Жить в таких условиях невозможно. Канализация протекает, отопления нет, воды нет. Многие жильцы уже давным-давно съехали и снимают квартиры. Последние собственники буквально на днях съехали с этого дома и уже не знают, куда идти с маленькими детьми. Сейчас они будут искать защиты в прокуратуре. Снимают квартиры. Маша, вот 8-я квартира, буквально позавчера переехали, потому что батареи ледяные, вода появилась вот вчера. Не было, вообще воды не было. Септик качаем 2 раза в неделю. Стоит, оказывается, он нас обманул. Он сказал, что 10-кубовый стоит. Стоит 5-кубовый септик на 8 квартир. То есть здесь полный обман идет людей. Застройщик этих многоквартирок по Билибино мог использовать мошеннические схемы для реализации квартир по договорам долевой собственности. Как оказалось, здание возведено на дачном участке. Теперь жильцы вынуждены защищать свои права через суд. Мы покупали, первые собственники покупали очень дешево. Они поняли, что дом аварийный такой, и все быстро распродали дешево. Поэтому все кинулись на дешевые цены, за 1,5 миллиона купили. Вот мы и соседи. Нам нужно было срочно жилье. И вот так попали в такую ситуацию. Теперь не знаем, как выпутаться. Снимаем квартиру, маленькие дети, жить здесь невозможно. А эти дома по Красильниково и вовсе возведены самовольно, без документов. Судьба этих зданий очевидна. Они подлежат сносу. А вот где будут жить собственники, неизвестно. И таких зданий в Якутске, увы, немало. Из 6 домов, которые построены на улице Красильникова, только один дом, Красильникова 4/1, построен на законных основаниях. Имеет разрешение на строительство и разрешение на ввоз. Все остальные объекты построены на самовольно занятых земельных участках и, соответственно, не имеют разрешительных документов. На 2 из них уже городом получены по решению суда удовлетворены иски о сносе. Теперь жильцы домов и по Билибино, и по Красильниково действительно платят дважды, и даже больше, за аренду другого пригодного жилья, при этом оплачивают ипотечные кредиты за свою незаконную недвижимость, а еще впереди у них судебные издержки. По-другому они свои права защитить не смогут. Сусанна Рожина, Семен Семенов, Якутск.